Успокаивать маму Бексултану приходится каждый день, отчего плачут взрослые, и мальчик, кажется, давно догадался. По вечерам дети часто плачут. Я говорю, что отец ушел на работу. Но, кажется, они уже поняли. Спрашивают, его не посадили. Так и не дождавшись папы, Бексултан в этом году первый раз пошел в школу. С тех пор, как его отец ушел на работу и не вернулся, прошло уже почти 2 недели. Случилось это в обычный будний день. Люди, работающие на местной телевышке, только заступили на утреннюю смену, как на гору, на которой расположена станция, с вертолетов высадился узбекский десант. Сотрудников предприятия, включая Нурбека Усукбаева, местные военные вывезли в Узбекистан. По данным кыргызских властей, захваченных кыргызстанцев удерживают в Янгикурганском РОВД Узбекистана. Но так ли это на самом деле, их родственники наверняка не знают. Никто ничего не знает. По телевизору говорят, что они в Янгикаргон. Начальники то же самое говорят. Мы ничего не знаем. Что именно происходит на Унгарто, теперь не знает никто. Зато в частных беседах милицейские начальники откровенничают. Узбекских военных на станции становится все больше. По оперативным данным, их сейчас около 25 человек. И это не просто солдаты, а служащие спецназа, погранслужбы и Минобороны Узбекистана. У нас даже вооруженные солдаты не могут подняться туда. Наша власть бессильна, они боятся. Они даже не могут приблизиться к горе. А сегодня утром на вышку прилетели сразу 2 узбекских вертолета. Жители ближайшего села смогли их снять на мобильные телефоны. Подняться на гору узбеки могут только так. Пологая с кыргызской стороны, гора Унгарто слишком отвесна со стороны Узбекистана. Наверное, они привозят продукты, узнают какие-то вести. Мы так думаем. А что фактически там происходит, никто не знает. Наши власти не знают, туда никто не ездил. Оттого и гуляют в народе разные слухи. Например, говорят, что после высадки на Унгарто узбекских военных стали хуже показывать телевизоры. Еще сельчане пугают. По ночам кыргызскую сторону прочесывает мощнейший прожектор. Узбекистан выставил своих солдат, милиционеров, установил свет, поставил, выставил прожектор. Раньше огоньки там просто мигали, а теперь там очень яркое освещение. Специально для того, чтобы проверить это, мы дождались наступления темноты и вернулись на Унгарто. Вот посмотрите сейчас на ее вершину, там светятся огоньки. Прожектор пока не зажегся, но даже сейчас, даже в нынешнем его состоянии, жители говорят, что гора освещена намного ярче, чем это было раньше. Просидев под горой еще 1,5 часа, мы, возможно, привлекли внимание узбекских военных. Ближе к полуночи с вершины Унгарто начали пускать осветительные ракеты. С тех пор, как я себя помню, мы каждый год ходили на экскурсию на эту гору. Там на вершине есть большая ровная площадка, на которой мы играли в волейбол, футбол. А теперь там сидят узбеки. А здесь по этому поводу никто из чиновников не беспокоится. Четкой позиции по этому вопросу власти Кыргызстана еще пока не озвучили, но несколько государственных СМИ заявили, что территорию еще бывший президент Курманбек Бакиев 10 лет назад признал узбекской. Но многие местные политики с этой версией запутанной истории не согласны. Дюбек Бегалиева, Азат Интымаков. В настоящее время. Джалалабадская область, Аксайский район, Кыргызстан.